Но это как раз та ситуация, когда промолчать просто невозможно. И поскольку я часто бываю в Крыму, когда я прихожу в дома к крымским татарам, то, безусловно, в каждом доме я вижу в телевизоре именно АТР, а не какие-то либо другие каналы. То есть для меня совершенно очевидно, что телеканал АТР является тем источником информации, откуда свободные люди в условиях оккупации пытаются черпать необходимую для них информацию. А, Кстати, вот интересно, я свое обращение разместил и в Фейсбуке, и в Твиттере, и любопытно, что в Твиттере сразу пробежала целая толпа троллей, ботов, которые всячески попытались, значит, замазать, за грязью все какое-то закидать. Совершенно очевидно, что российские власти очень нервно реагируют на существование телеканала АТР. Конечно. И Слушай, Коля, они нас цитируют в каждый раз в месяц, как часы, там, а бывало и чаще, да, когда из этой студии там сидел у меня Дмитро Кулеба, министр закордонных справ Украины, там, да любые другие такие серьезные гости, они брали цитату, ну, Кулеба просто не особенно любят, да, и просто там запускали, они смотрят нас постоянно, то есть мы для них кость в горле. И вдруг такие наши говорят, а что вам помочь из горлышка кость убрать? Да, ну давайте, дышите глубже, да. Извини, что я тебя перебил, да. да, то есть в случае, если действительно с телеканалом что-то произойдет, это будет просто огромный подарок для российской пропаганды, для российских властей. И, конечно же, это отодвинет возможную деоккупацию Крыма. И, собственно, я в своем обращении это, скажем так, подчеркнул. То есть, с одной стороны, мы видим стремление и президента Зеленского, и МЗС Украины создать некую площадку, которая будет форсировать вопрос Крыма, крымскую платформу. Вот. А с другой стороны, какие-то чиновники устраивают, значит, вот эти бюрократические игрища, фактически уничтожая канал. То есть они собственного президента не уважают или что там у них происходит? Знаешь, я давно уже А, потерял нить логики вообще во всех этих событиях. Поэтому я очень надеюсь, что это какая-то такая локальное головотяпство каких-то отдельных чинуш, потому что если это действительно как-то санкционировано сверху, то это, ну, на мой взгляд, действительно измена, это действительно предательство интересов Украины в целом и крымско-татарского народа, украинского народа в частности.